Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Нет ничего важнее семьи. Слова из известного фильма, которые уже давно стали современной классикой. Им вторят и те ключевые задачи, которые были определены в рамках Года семьи в России. О поддержке семей в Якутии, новых проектах и решениях мы сегодня поговорим с министром труда и социального развития Якутии Еленой Волковой. Елена Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Рад видеть вас в нашей студии. Хочу начать вот с чего. Большое внимание, безусловно, уделяется демографической политике в нашей регионе и в нашей большой стране. В чем актуальность этого вопроса, вопроса демографии? Вопросы демографии — это в первую очередь это численность населения. И понятно, что численность населения для каждой страны является одним из наиболее стратегических задач. Да? Это и человеческий потенциал, трудовые ресурсы, это качество жизни. Поэтому, безусловно, в каждой стране этому вопросу уделяется самое непосредственное, главное внимание. И проводится анализ, прогноз. И, к большому сожалению, у нас в стране в последние годы отмечается определенное снижение численности населения. И есть соответствующие прогнозы, они формируются у нас и Росстатом, и, понятно, федеральными органами, которые отвечают за эти вопросы. И есть прогнозы, которые имеют достаточно такие не очень благоприятные тенденции. Поэтому вырабатываются определенные решения, которые позволяют, во-первых, стабилизировать, значит, не допускать снижения, и, соответственно, в перспективе такие решения должны обеспечивать устойчивый рост населения. Почему мы сегодня говорим в целом по стране о демографических проблемах и о необходимости принятия дополнительных мер? Поскольку вот мы все время, значит, когда объясняем, рассказываем, что в стране сегодня мы видим последствия демографической ямы. Вот 90-е. Да, как раз вот в 90-х годах в силу определенных политических, экономических условий в те годы, значит, численность рожденных детей была гораздо ниже, чем в предыдущие годы. И вот этот фактор, он и дал сегодня соответствующий результат, когда численность женщин в первую очередь, а именно в необходимом возрасте, как это называется, в фертильном возрасте, у нас гораздо ниже, чем могло бы быть, и, соответственно, число рождений, оно сокращается. В этой связи демографы, ну и, конечно, госорганы сегодня ставят задачу обратить еще большее внимание на то, чтобы все-таки усилить меры поддержки при рождении детей. Ну и немаловажным фактором, который влияет на демографические показатели, является, конечно же, количество детей в одной семье. Вот. Когда-то, ну вот мы же помним, да, историю в семьях, да, в семьях до революционном периоде, да, все-таки рождалось достаточно большое количество детей. В советское время тоже по 3, по 4 человека, мне кажется, во многих семьях было нормой. Но если вспомнить совсем... Послевоенное уже, если затрагиваем. Если мы обратимся в историю, там, допустим, дореволюционный период и далее, соответственно, мы помним, какая была смертность очень высокая. И, соответственно, высокая рождаемость — это был ресурс для восполнения высокой смертности, да, в том числе детской. Вот. И понятно, что вот, значит, время идет, меняется мир и здравоохранение, и, соответственно, сейчас наблюдаются очень серьезные показатели по снижению и младенческой смертности в том числе. И современный мир уже, так скажем, влияет на поколение, да, и на общие тренды по желанию, да, так скажем, фактическим вот этим результатам по количеству детей в одной семье. Этот показатель называется суммарный коэффициент рождаемости. Вот. И когда-то он был достаточно высокий. Сегодня в целом по стране этот показатель в среднем
значит, составляет 1,4 ребенка на одну женщину. Ну, это, понятно, усредненные статистические показатели. А для простого воспроизводства необходимо, чтобы все-таки количество детей, приходящихся на одну женщину, их было больше двух. Вот. То есть это, понятно, значит, мама, папа, да? И двое детей. И двое детей. А лучше, если трое, потому что, понятно, да, значит, в силу различных факторов, и по здоровью и так далее, все-таки на семью должно приходиться более чем 2 ребенка. Вот. Поэтому вот эти вот факторы, они влияют на общую численность населения и, соответственно, требуют принятия дополнительных решений. Мер поддержки. Мы сейчас к ним вернемся. Я хочу сейчас напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или по номеру горячей линии в Телеграме 914 235 05 02. Лена Александровна, буквально месяц назад президент России Владимир Путин приезжал к нам в Якутск, отметил демографические показатели в нашем регионе. Если владеете информацией, что оценил наш президент, какие, так скажем, цифры ему представили? Ну, наверное, все да, видели значит, кадры, да, из встречи, да, с президентом нашего главы республики. И действительно, президент страны отметил, значит, положительные демографические показатели у нас в республике. И действительно, республика выглядит на фоне других регионов, в том числе и на Дальнем Востоке, более, так скажем, благоприятном, да, свете и с точки зрения рождаемости, и с точки зрения снижения показателей смертности, и с точки зрения показателя такого, как важнейший, это ожидаемая продолжительность жизни, которая у нас, значит, превышает теперь среднероссийский уровень, и, соответственно, вот совокупность положительных трендов по всем направлениям, оно и дает в целом достаточно высокие показатели, значит, демографическом развитии. И сегодня этому способствуют и те меры поддержки, которые сегодня принимаются и на федеральном уровне, и на региональном уровне. И в целом я бы отметила, что у нас семейная демографическая политика, как одно из приоритетных направлений в государственной политике, сегодня имеет достаточно очень хорошие корни, традиции, и этому направлению уделяется очень большое внимание. Мы говорим сегодня о росте рождаемости, и понятно, что многодетная семья — это тот ресурс, который должен восполнить именно демографические дефициты в рамках естественного прироста. Да? Понятно, что естественный прирост — это наиболее, так скажем, важная задача сегодня, и поэтому понятно, что большое внимание уделяется и будет уделяться развитию института именно многодетной семьи. С точки зрения и роли самой семьи, повышения ее престижа, самой многодетности, статуса. И, конечно же, для этого будут вырабатываться дополнительные решения, которые будут поддерживать этот важнейший институт многодетной семьи. Лидируем мы, я так понимаю, по многим демографическим показателям. Нас много, во-первых. Во-вторых, мы живем дольше, стали жить благодаря мерам поддержки дольше. У нас больше всего детей рождается, если так можно сказать. Вот есть все-таки вопрос на Дальнем Востоке, я думаю, он, так скажем, общий для всех регионов нашего Дальнего Востока. Это вопрос закрепления населения на местах. Какие меры сегодня нужны, чтобы население оставалось жить и работать, рожать детей там, где родились? Безусловно. То есть кроме вопросов естественного воспроизводства, важнейшим является вопрос закрепления, да, особенно человека, который проживает, семьи, который проживает в достаточно экстремальных, да, природно-климатических условиях. И хочу отметить, что
вот эти вот решения, они вырабатываются как и на федеральном уровне, так и на региональном уровне и широко обсуждаются, безусловно. Вот как пример, одна из таких площадок — это всероссийская, точнее, межрегиональная дальневосточная конференция, значит, именно по вопросам развития демографии, и которую проводит Минвосток развития ежегодно. Значит, и в этом году, буквально недавно, в июне месяце, такая конференция также была проведена уже при участии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. На такой конференции собираются не только федеральные органы, региональные органы, которые представлены всеми субъектами Дальнего Востока, но и экспертное сообщество, научное сообщество, для того, чтобы выработать дополнительные решения, которые позволят, соответственно, да, принимать решения семье, да, значит, позволят помогать принимать решения о рождении последующих детей, ну и, конечно же, оставаться, жить и развиваться здесь у нас на Дальнем Востоке. Вот. И возвращаясь к показателям, вы говорили о показателях непосредственно нашей республики. С точки зрения именно многодетной семьи у нас показатели наиболее, так скажем, значительные. Вот если взять все число многодетных семей на Дальнем Востоке, то у нас в республике проживает 1/5 часть. Вот, именно из всего количества многодетных семей на Дальнем Востоке. Да. А если посмотреть структуру населения у нас в республике, да, и структуру наших семейных ячеек, то, опять же, значит, каждая 5-я семья, то есть это 20%, также у нас в республике является многодетной. И это очень высокий показатель и по сравнению с регионами Дальнего Востока, и, соответственно, по сравнению по стране, безусловно. Но я что хотела отметить, в последнее время очень много проводится различных социологических исследований, да, и вот буквально вот недавно тоже и в ЦИОМ проводит, опубликовали исследование. Вместе с тем у граждан нашей страны на самом-то деле внутренняя потребность, значит, иметь больше детей, чем один, чем двое и более детей, да, соответственно, она гораздо выше. Даже есть исследования, они опубликованы недавно в мае или в июне, по стране из всего числа опрошенных, значит, семей до более чем 40% хотели бы иметь больше детей, чем они сегодня имеют. И значит, рассматривает, так скажем, вопрос многодетности для себя, применяет именно в положительном ключе. То есть у нас вот есть очень большой ресурс внутренний, да, в стране между фактическим, да, деторождением и желаемым, то, к чему стремятся сами семьи. А этот ресурс нужно что? Стимулировать, правильно? Различными мерами тех или иных социальных поддержек, если так можно сказать. Одна из таких мер, насколько я понимаю, и мера поддержки молодой семьи на самом старте, да, при заключении брака. У нас с недавних пор молодые семьи начали получать денежную выплату. Я такого, наверное, возможно, ошибусь, но на Дальнем Востоке я пока такой меры поддержки ни у кого из наших соседей не видел. Возможно, что-то за нами и повторят. Ну, это наша новация, и она, так скажем, дополняет те меры поддержки для молодых семей, которые уже ранее были, значит, приняты. И действительно с января 2024 года по решению нашего главы уже непосредственно к свадьбе, значит, для тех молодых семей до 25 лет предоставляется единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, которая дополняет весь комплекс мер, направленных именно на молодые семьи. А если вернуться к предложениям, значит, которые прозвучали в рамках конференции дальневосточной, конечно, сейчас большое внимание уделяется не только финансовым, да, непосредственно мерам поддержки, так скажем, монетизированным, да, но и нефинансовым инструментам. Очень большое внимание уделяется сейчас, к примеру, поддержке студенческих семей, да, чтобы мама с ребенком, да, учась, могла свободно закончить там, не знаю,
университет, техникум, и при этом воспитывать своего ребенка. Прямо на уровне субъектов или государства даже? Да? На уровне субъектов сейчас внедряются различные, так скажем, технологии, услуги, значит, формы поддержки, которые помогли бы маме, значит, воспитывать и учиться одновременно. Вот. Также на конференции большое внимание уделялось рассмотрению вопросов по развитию семейных корпоративных программ. Мы об этом в последнее время, да, вот, тоже уделяем достаточно серьезное такое внимание, потому что, как я уже сказала, не только финансовые, но и иные инструменты должны быть, так скажем, включены в общую систему, значит, создания, так скажем, благоприятного режима для мам, в первую очередь и для их детей, чтобы мама могла и работать, да, потом уже, когда она родит ребеночка, завершится ее декретный отпуск, соответственно, смогла бы и дальше работать, значит, и при этом совмещать свои семейные обязанности и трудовые. Я предлагаю поговорить о семейном благополучии, только вот в контексте вопросов доходов работающего населения. Какие задачи сегодня стоят здесь перед федеральными и региональными центрами? Безусловно, демографическая повестка и повестка повышения уровня жизни — это неотъемлемые, да, так скажем, составляющие. И понятно, что каждая семья рассматривает, да, вопрос рождения последующих детей, в том числе через призму своего уровня доходов. Поэтому повышение уровня жизни, вообще, в принципе, борьба с бедностью как таковой является сегодня также одним из стратегических направлений и в республике, и в целом по стране. Президент страны ставит такие очень амбициозные задачи. У нас в республике принят указ по борьбе с бедностью. Василий Сергеевич подписал в прошлом году. И на сегодня, значит, в качестве механизмов для решения этих вопросов у нас в правительстве принято решение. Это будет, значит, портфель проектов с первоочередными, значит, задачами, которые будут направлены как непосредственно на работу с семьями с низкими доходами, так и на профилактику рисков попадания в значит, ну, так скажем, в зону, когда доходы становятся ниже, чем прожиточный минимум. Вот. Ну, безусловно, одним из направлений нашей деятельности является повышение трудовых доходов. Это, то есть, вопросы повышения заработной платы. Соответственно, буквально недавно президентом страны озвучены задачи по повышению минимальной гарантии в сфере оплаты труда до 30 года. Ее размер составит 35 тысяч в среднем по стране. А у нас с учетом районных коэффициентов и северных надбавок, конечно, это будет очень существенная сумма. Соответственно, это, конечно же, повышение заработной платы указанных категорий работников по указам президента 2012 года, цели и задачи которых мы обеспечиваем ежегодно, да, поддерживаем достигнутый уровень соотношений с принятием ежегодных решений, да, по повышению. Ну и, конечно, это остальные категории, которые также требуют внимания с точки зрения повышения трудовых доходов квалифицированных работников. Соответственно, также на сегодня вырабатываются необходимые решения, которые помогут, значит, повысить трудовые доходы работников. В частности, мы занимаемся сейчас очень активно вопросами, значит, повышения заработной платы именно по бюджетной сфере. Да. Вот. И вот, возвращаясь к портфелю проектов, 17 проектов включены сейчас в качестве первоочередных. Одним из направлений это значит, сохраняется задача по восстановлению нарушенной дифференциации в уровнях заработной платы. В прошлом году мы
предприняли очень серьезные шаги для того, чтобы для иных неуказанных категорий повысить заработную плату и тем самым значит, восстанавливать нарушенную ранее значит, объективно обусловленную дифференциацию. Мы так называем сложно, но все это хорошо сейчас понимают. И есть проекты, которые направлены, как я сказала, на профилактику рисков попадания в зону бедности. Это в первую очередь такие, как создание семейных многофункциональных центров. Да? Давайте о них подробнее поговорим. Про создание семейных многофункциональных центров. Очень интересная, я думаю, тема. Что за центры, я так понимаю, ну, в первую очередь для семей, да? В первую очередь для семей, безусловно. Семейные многофункциональные центры — это новая технология, так скажем, определенное переформатирование деятельности тех центров, которые сегодня уже осуществляет свою деятельность в области поддержки социального обслуживания семей с детьми. Мы переформатируем деятельность с тем, чтобы усилить именно профилактическое направление. Да? То есть в такие центры теперь будут приходить и получать непосредственно услуги, начиная с информационные, консультативные, различные, значит, помощь психолога, срочная какая-то помощь, да, других специалистов. Если раньше в наши социально-реабилитационные центры, значит, обращались и получали такую помощь семьи, которые уже попали в какую-то определенную трудную жизненную ситуацию, то сейчас мы держим курс на то, чтобы на базе таких центров были созданы именно условия для того, чтобы любая семья могла обратиться в первую очередь за консультацией, да, по различным вопросам. Это не только меры социальной поддержки, да, но и за помощью определенных специалистов. Да, и мы уже в формате межведомственного такого взаимодействия с другими органами, это и образование, и здравоохранение, значит, и другие наши коллеги смогли бы оказать такую помощь уже в формате одного окна. Вот. Такие центры мы уже на сегодня создали в Чурапчинском районе, в Намском районе и в городе Якутске также на 202 микрорайоне открылся семейный многофункциональный центр, куда можно обратиться за получением помощи в случае, если такая помощь необходима. Ну, насколько я понимаю, семьям, допустим, которые находятся в сложной жизненной ситуации именно со стороны финансов, им же еще и важна и социальная, и психологическая, так скажем, адаптация, да? Безусловно, Здесь конечно. тоже Многие важно вопросы, они могут быть решены при помощи психолога. Правильная психологическая, значит, помощь, она бывает настолько эффективна, что ее достаточно для того, чтобы человек мог найти самостоятельно, значит, какой-то, ну, путь, да, так скажем, из выхода из какой-то своей тяжелой ситуации. Поэтому это очень важно не только для тех семей, которые уже испытывают очень серьезные такие какие-то проблемы, но и в принципе для семей, которые, возможно, находятся на пути бракоразводного процесса, да, и ищут какого-то, значит, специалиста, который поможет все-таки не расходиться, а все-таки не разрушать, а все-таки восстановить свои отношения, да, ну, различные многие другие вопросы. Я думаю, что этот многофункциональный центр все-таки найдет, так скажем, отражение в сердцах и душах различных ячеек общества. Елена Александровна, а если говорить о борьбе с бедностью, вот вы в начале нашего, несколько минут ранее затронули тему борьбы с бедностью. Как обстоят дела в области поддержки тех, кто ввиду той или иной ситуации не имеет работы в настоящий момент? Мы достаточно много говорим о такой помощи, как государственная социальная помощь на основе социального контракта. У нас в республике достаточно давно эта технология введена. Мы также были в свое время пилотным регионом, на котором, так скажем, на нашей площадке нескольких субъектов отрабатывался этот механизм. Сейчас он обязателен для всех регионов страны, и порядка 36 тысяч семей уже с 2010 года такую помощь получили. Они заключили социальные контракты, кто-то открыл свое дело, кто-то занимается личным подсобным хозяйством. Есть направление
в связи с трудной жизненной ситуацией мы тоже оказываем какую-то определенную помощь, но при этом, безусловно, по всем этим направлениям составляется программа социальной адаптации, в которой прописывается, с одной стороны, это помощь государства в виде каких-то вот именно финансовых, да, вложений. Если это предпринимательская деятельность, то это определенные суммы средств, которые можно направить на приобретение оборудования, расходные материалы, ну то есть все те расходы, которые помогут человеку создать собственное дело. Вот. А с другой стороны, в программе социальной адаптации прописывается обязательство самого человека и семьи, значит, что он, какие действия предпринят самостоятельно для того, чтобы все-таки выйти из трудной жизненной ситуации путем именно реализации своего трудового потенциала. Вот. Поэтому это направление считается, оно зарекомендовало себя достаточно эффективным. Минтруд России уделяет сейчас очень большое внимание. Коллеги сейчас, значит, рассматривают возможность увеличения и выделение дополнительных средств в регионы. А у нас в республике, значит, по поручению Айсена Сергеевича и в связи с принятыми решениями по борьбе с бедностью увеличены и размеры социальных контрактов, увеличены объемы, которые направляются на, значит, вот именно эту помощь. Вот. Ну и мы, конечно, сейчас большое внимание уделяем именно усовершенствованию непосредственно технологий сопровождения. Вот, потому что мало получить эту помощь, в ней нужно разобраться. Да, человек должен иметь хороший бизнес-план, чтобы действительно планы были реальные, и он в итоге получил трудовые доходы от своей деятельности. А дальше мы хотим, чтобы такую семью, значит, сопровождали не только органы социальной защиты. Сейчас есть договоренности и с Министерством по развитию предпринимательства, Министерством сельского хозяйства, с тем, чтобы вот такие проекты поддерживались и дальше. Ну, в общем, надолго без работы не останется никто, особенно если Минпред и Минсельхоз подключатся. Все-таки это их направление напрямую. Если говорить о работе, давайте поговорим о немножко спорном для меня личном вопросе. Трудовое воспитание детей. Вот какая здесь есть мера поддержки? И вообще детский труд, конечно, безусловно, законный. Насколько вот именно с вашей точки зрения это есть хорошо? С моей точки Ну, зрения... вот мне всегда интересно услышать мнение разных людей по этому поводу, потому что я, допустим, мне не очень нравится, когда дети ходят по улицам и убираются. Это вот с точки зрения здоровья не совсем хорошо есть для молодого организма. Вот как Ну, вообще, по всем правилам, законам, да, да. в соответствии с законом, значит, дети в возрасте 14+ имеют право, да, быть занятыми, получать свою первую зарплату. Да. Виды деятельности могут быть разные. Вот да. какие у нас поддерживаются? Вот, значит, ну, в этом году, да. вот буквально в этом году у нас стартовал по линии Министерства труда новый проект, также с использованием механизмов социального контракта. Это пока в пилотном режиме, и он реализуется, значит, на территориях Горного района, Мегино-Кангаласский район и город Якутск. Да. В разных, значит, на разных территориях подходы несколько разные. Мы сейчас смотрим и посмотрим, насколько вот эффективны будут подходы, с тем, чтобы потом уже масштабировать на всю республику, распространить, да, вот этот опыт. Например, в Горном районе у нас ребятишки заняты, значит, на, так скажем, сельскохозяйственных производственных предприятиях, да, которые в свою очередь создали получатели социальных контрактов. Вот да. такое, получается, целое Да, это вот такая, да, программа. да, совершенно верно. Те получатели, которые сегодня уже имеют очень неплохой результат, да, достаточно крепко стоят на ногах, соответственно, значит, уже сегодня могут привлекать уже подростков для того, чтобы ребята учились, да, посредством
своей работы и получали свои первые доходы. Этот проект так и назван «Моя первая зарплата». В Мегино-Кангаласском районе у нас ребята производят значит, такую сувенирную продукцию из глины и тому подобных материалов. И эта продукция сейчас, значит, поставляется уже на продажу, на продажу, да. И в районах республики также главы этих районов заинтересованы, соответственно, в развитии этого проекта и также предусматривают определенные преференции и за счет местных бюджетов с тем, чтобы эти проекты были успешными. Вот. А в целом, если говорить про детский труд, с того вопроса, с которого вы начали, насколько мы видим по обращениям, да, и вот служба занятости об этом говорит, конечно же, ребята хотят работать. И чем раньше ребенок почувствует, да, и что такое труд. Мы сами, я помню, после 14 лет, да, я согласен. Мы, очень многие из нас трудились, да, значит, на различных работах, как говорится, да, и это все, в моем понимании, способствует тому, чтобы человек получал раннюю профессиональную ориентацию. Да? Это помогает выбору его будущей профессии. Соответственно, это помогает его семье даже с точки зрения самих доходов. Да? Ну, в основном ребята, наверное, тратят деньги на какие-то вот, не знаю, свои интересы, свои интересы тоже, почему нет? Многие копят и возвращают семью. Ну, в общем, вот таким занятостям я говорю, да, мне очень нравится, что дети получают действительно свои первые профессиональные навыки. Лена Александровна, у нас буквально 4 минуты остается до конца эфира. Хочу в заключении поговорить о конкурсе. Называется он «Республиканский конкурс «Семья года». Каковы итоги, кто поехал на всероссийский этап? Республиканский конкурс «Семья года». Это такой традиционный наш конкурс, который уже очень много лет проводит республика для семей республики. Да? В последние годы мы его значительно усовершенствовали. Мы расширили номинации. Вот благодаря поддержке Александра Сергеевича мы дополнили такими номинациями. Их у нас было 5, сейчас их 7, включая дополнительные, это как приемная семья и золотая семья. Ну, приемная семья, мы ввели эту номинацию для того, чтобы укрепить еще дальше институт приемной семьи, как один из основных, так скажем, который помогает детям, которые остались без попечения родителей, значит, детям-сиротам обрести свою семью. И вот сегодня у нас 7 номинаций, значит, ежегодная премия каждому из победителей в размере 300 тысяч рублей. Мы такие семьи приглашаем в город Якутск, как правило. Да, у нас организуется большое мероприятие, посвященное, да, вот этому конкурсу, нашим семьям. В первую очередь цели и задачи какие? Это вот рассказывать о наших, выявлять, во-первых, да, рассказывать о лучших семьях, о том, какой опыт воспитания в этих семьях, да, и, конечно, популяризировать сам институт большой дружной семьи. Далее мы своих победителей отправляем на уже всероссийский конкурс, да, «Семья года» под таким же названием, относительно недавно и на страновом уровне, да, проводится. И что примечательно, каждый год, вот последние годы, значит, одна из наших семей уже, значит, одерживает, так скажем, победу и на всероссийском конкурсе. Вот в прошлом году это семья Стручковых. Они были у нас победителями в номинации «Кочевая семья», а на российском уровне победили в номинациях «Семья хранитель традиции». Да. Так вот, я вот, можно зачитаю, специально взяла с собой фамилии, да, победителей этого года. Да. Значит, в номинации «Многодетная семья» в нашем республиканском конкурсе победителем стала семья Валерия и Розалии Новгородовых из села Хмагатанамского Улуса. В номинации «Молодая семья» победу одержали Константин и Валерия Владимировы из города Нюрба. В номинации «Сельская семья» лучший результат показала семья Руслана и Марфы Сидоровых из села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района. В номинации «Кочевая семья» это семья Василия и Елены Соловьевых из
Момского улуса. В номинации «Приемная семья» у нас выиграла многодетная семья Александра и Оксаны Павловых, это город Якутск. В номинации «Золотая семья» победителями стали Иннокентий и Розалия Алексеевы, это Сундарский улус. И в номинации «Семья хранитель традиций» лучшими стали Николай и Елена Рязанские из Амгинского улуса. Я хочу воспользоваться случаем, поблагодарить и наши семьи, и районы республики, которые активно участвуют в этом вообще республиканском движении, я бы сказала, и уже, значит, в качестве первого этапа проводят у себя в районах соответствующие конкурсы, по итогам которые выявляют, направляют на наш республиканский уже потом уровень. в Москву, где мы показываем свои настоящие кадры. Ну, Александровна, во-первых, я хочу присоединиться к вашим поздравлениям, поздравить все семьи, которые одержали номинации. Уверен, что благодаря тем мерам поддержки, которые реализуются у нас как на республиканском, так и на федеральном уровне, таких больших семейных, дружных семей станет еще больше. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.